период сложный перед отелом, после отела, просто отравить животное. Животные не смогут вот эти вот микроэлементы получить с кормами. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Андрей, и я ученый. С начала 4-го курса, когда я еще был студентом, то есть меня начали привлекать к научным исследованиям. Проводили исследования, описывали результаты, ну и с этого пошло все. Потом стал победителем программы «Умник», ну и вовлекся в это. Мы разработали жидкую кормовую добавку двух направлений, то есть это как бы две разные кормовые добавки, но они для сельхозживотных. Должны обязательно быть нетоксичными для животного и никак пагубно не влиять на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Есть периоды жизни животных, например, у коров, период сложный перед отелом, после отела, когда им нужно много энергии, тогда уже в добавках, например, могут быть добавлены энергетические вещества. Мы живем в регионе, на территории, которая отнесена к биогеохимическим провинциям. В почве, в воде может быть низкое содержание каких-либо микроэлементов. И исходя из того, если низкое содержание, например, кобальта, цинка, меди, например, да, то животные не смогут вот эти вот микроэлементы получить с кормами. То есть если в почве их мало содержится, то и в кормах в итоге их будет мало. Вот тут представлено, значит, один из компонентов жидкой кормовой добавки. Он предназначен для крупного рогатого скота, во все периоды его жизни можно использовать. Если мы по результатам биохимического исследования определили, что вот данных микроэлементов, например, железа много и меди много в крови, да, то мы тогда не даем эти микроэлементы. Почему? Потому что мы можем сделать избыток этих микроэлементов и просто отравить животное. Выиграть какой-нибудь такой достаточно большой грант и купить то оборудование, которое бы хотелось для создания имеющейся лаборатории. У нас есть лаборатория в стенах университета, вот, но хотелось бы еще больше, чтобы у нас было оборудование.